Не, видео все видно, оказывается. Всем привет! Начинаем наш мастер-класс. Нарисую я вам код за одно занятие. Сегодня мы сегодня будем делать маску богатыря Нургуна Готера для конкурса селфи. И еще вторая маска у нас будет Туяр Мако, наша красавица будет. И приступаем. Обязательно, ребята, если у вас такие форматы А4, то старайтесь несколько штук взять, потому что этот формат, здесь, конечно, хватит на богатырский шлем, но точнее, скорее, даже не так уж много не нарисуешь, не приклеишь, поэтому обязательно несколько штук подготовьте. А также у нас лучше всего это формат А3. Здесь можно спокойно уже где-то начертить, вырезать и приклеить. Я подготовила несколько бумаг, чтобы сделать, если у нас еще время останется, мы сделаем маску Авагу. Это монстр, конечно, монстр находится в третьем мире, то есть Аллара, как говорится. И этот монстр тоже надо, думаю, рисовать, потому что это очень интересно. Вот. И сейчас мы начнем. Сейчас, извините, кто ссылку скиньте на Zoom, пишут. Минуточку, пожалуйста, сейчас скину. Извините, тут хотят зайти сейчас. Они говорят, не могут зарегистрироваться. Сейчас я им отправлю. Угу. Так. Я сейчас им ссылку отправлю, пожалуйста, примите. Они сказали, не смогли зайти. Слышно? Да. Да, Ирина, примите, пожалуйста. Хотят зайти. Продолжаем. У кого такой формат, обязательно, если у вас, ребят, линейки нет, вы можете просто примерно взять бумагу и посмотреть, чтобы чуть-чуть изгиб был до ушей. И с этой стороны. И примерно у меня 22 сантиметра будет. У вас может быть поменьше или побольше. Берем карандаш и начинаем отмерять. Для стандарта, в принципе, 22 сантиметра тоже подойдет. Отмечаем. Высота у нас может быть... Но сейчас мы начнем именно со шлема богатыря, поэтому у нас высота немножко где-то вот до сюда будет. То есть от бровей немножко на 3 сантиметра выше будет у нас. Это где-то 15-14 сантиметров. Мы отметили. Здесь немножко делаем полукруг. Это сколько? Повторите, пожалуйста.
Высота сколько? Высота 15-14 сантиметров, ребята. И полукруг делаем. Держим руки так и округляем. У кого есть циркуль, можете использовать. Так, примерно. Обязательно тут нам надо, ну, где-то вот тут центр найти. Здесь у нас примерно сделаем нитку. Кто закончил чертить, вырезаем. Теперь нам надо здесь немножко узоры сделать и объем добавить. Остаток нашей бумаги мы взяли. Мы хотим здесь немножко квадратик сделать, да? Тогда нам нужно, чтобы был какой-то объем, чтобы вот этот сгибать, мы примерно 5 сантиметров возьмем. Можем взять 4 сантиметра. У нас высота и ширина 4 сантиметра будет. И плюс еще мы сюда добавим 2 сантиметра с краю, чтобы был объем. Снизу можно не добавлять. То есть получается, если у нас сверху 4. Здесь отмечаем. Правая сторона у нас будет для изгиба. И с этой стороны добавляем тоже 4. Еще 2 сантиметра. Можете, пожалуйста, повторить, что это делаем и размеры? Так, это у нас объем будет именно деталь нашего шлема. Вот здесь, да. Мы здесь делаем квадратик маленький. И здесь получается высота 4 сантиметра и ширина 4 сантиметра. И с краю, с левой и с верхней стороны у нас будет по сантиметру именно для изгиба. То есть вы с этой стороны 2 сантиметра оставляете. Здесь у нас 4 сантиметра будет. И тоже с этой стороны 2 сантиметра. И сверху добавляем. И вырезаем. Это мы подготавливаем детали нашего шлема. У нас именно вот здесь это будет. Вот так примерно. Примерно Размер. Видите? размеры повторить. У нас получается вот эта ширина где-то будет 22 сантиметра. Вот эта ширина. Если у вас это именно на меня, да, может быть у вас поменьше 20 сантиметров. А высота у нас 15-14. Тоже смотрите, если можете поменьше сделать или побольше. И сюда у нас края
по сантиметру, то есть получается тут 2 сантиметра, с этой стороны 2 и 2. Квадратик 4 на 4. Чтобы здесь приклеить, будем чуть ниже клеить. И сверху у нас... Сверху у нас именно красота должна быть. Да? Тут немножко можем вырезать узор. Узор у нас примерно берем сюда, ложим сюда. Здесь примерно у нас здесь будет, у нас немножко здесь линия будет находиться. Да? Взяли. Так, у нас по ширине не подходит. Да? Знаете, что мы делаем? Берем новую бумагу. Здесь мы тоже отмечаем. Здесь мы можем где-то тоже взять 4 сантиметра. 4 сантиметра берем. Отмечаем. Длина именно шлема будет. То есть у меня 22 сантиметра. У вас может быть чуть поменьше. И вырезаем. Это может быть у вас цветной картон. Если у кого нет цветного картона, мы будем рисовать гуашью либо акрилом. Так. Вот. Это тоже часть шлема у нас. И укрепляем, да, где будем завязывать. Если есть вопросы, ребята, участники, пожалуйста, вопросы задаем. Или пишем в чат. Так. Мы немножко ниже будем клеить. Здесь сделаем. Вот тут пойдет так. Снизу тоже нам надо маленький приклеить кусочек. Это у нас будет 3 на 3 сантиметра. То есть с этой стороны 3 и сверху будет. Вот так. 3 сантиметра. И потом да, тоже вырезаем. Здесь где-то 1 сантиметр у нас будет для клея. Вот эта часть. Так, и сверху у нас так, здесь у нас где-то сантиметров, ага, чуть выше должен взять. Здесь тоже снизу 1 сантиметр берем, чтобы приклеить, да? Здесь у нас будет клей. По последней детали не очень понятно. Так.
Именно по этой детали? Или сейчас то, что я показываю? Здесь у нас сантиметр будет внизу. Ширина у нас будет 4 сантиметра. Здесь 4. Берем и высота, да? Высота у нас чуть повыше будет, ребята. Так. Где-то у нас 14 сантиметров высота. Вот столько. Да? Здесь у нас 14 сантиметров. Вот это вся высота. Снизу 4 сантиметра. 1 сантиметр у нас будет именно отдельно, чтобы мы приклеили, да? Вот. С этой стороны где-то находим центр и проводим чуть-чуть вниз. Так стрелка у нас будет вверх. Здесь уже на глаз. И вырезаем. Вот так у нас получается. Здесь высота 14 сантиметров. Угол. И снизу 1 сантиметр для клея. Вы должны собрать столько деталей. И плюс у нас еще будет из остатка мы сделаем сверху. Вверх надо, да, вот этого не хватит у нас, слишком мало. 14 плюс 1, да? Плюс 1 сантиметр именно для клея. Значит, высота 15, да? Нет, высота 14. Или можете 15 сделать. Потому что она все равно будет загибаться. У нас вот так пойдет. Вот так немножко. Угу. И здесь у нас верхний член. Нам здесь надо тоже немножко добавить. Можете на глаз прорисовать. Но это тоже где-то 12 сантиметров будет именно кисточка. Можно еще вот здесь сделать кисточку. Любую форму, которую вам хочется. И вторая кисточка будет. Третья, точнее. И сюда мы прорисовываем, где будут держаться наши кисточки. Так. Конечно, центр, наверное, мы подлиннее сделаем все-таки, да? Так, чуть подлиннее возьмем. Здесь мы прорисовываем. Где-то тут тоже у нас где-то сантиметр будет, где будем клеить. Вот так примерно. Это, наверное, шерсть писа, а нет, лисы, кажется, да? Или хвост. Скорее всего, хвост. И вырезаем.
примерно у нас вот так будет. Ребята, хорошо видно? Как там, так. Не очень. Кисточки. Немножко опаздываем, ага. Ага, я подожду вас. Ребята, кисточки любой формы должны быть. Высота где-то 23 сантиметра и 20. Вот это средний 23 сантиметра, а вот эти маленькие 20. Тоже на глаз рисуем. Кисточки могут в любую сторону смотреть. И вырезаем. Сильно тоненькими не делайте. Вот это не меньше 1 сантиметра должно быть. Можете немножко пошире сделать. Сильно остро тоже не делайте, а то можно глаза поранить. Одна кисточка у нас готова. Дальше вырезаем. Вот. Может, конские волосы. Да, вы правы. Это кажется конский волос, но можно еще так, конский волос у нас. Угу. С этой стороны мы будем клеить, нижней стороны, да? Точнее, вот с этой стороны. Здесь. Здесь у нас будет. У нас вверх. Один кусочек мяса. Здесь. Ага, хорошо. Так, примерно наш будет. И сюда еще нужно узор добавить. Вот с этой стороны. Так, остаток наш. Примерно здесь можно сделать. Можете помедленнее, пожалуйста. Хорошо. Ребята, закончили? Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Или задаем. Мелкие детали, пожалуйста, размер еще раз можете сказать? Да. Вот вот эта деталь здесь 3 сантиметра. С этой стороны и с другой стороны. Вот эта часть для клея. Это 1 сантиметр. Просто такой квадратик можно вырезать 3 на 3. Далее. Вот эта часть у нас будет, вот эта вся вот эта часть 2 сантиметра. Вот эта часть 4 сантиметра. И сверху тоже 4 сантиметра. То есть изгиб у нас идет именно по сантиметру. Здесь
Здесь вот так. Вот эта часть у нас где-то у нас 14 сантиметров, по-моему, было. Да. Вот эта часть для клея, нижняя, тоже сантиметр. А здесь у нас 20 высота сантиметров. Здесь на глаз я нарисовала. Это 4, да? Вот этот большой квадрат, да, 4 на 4. А вот это 20 сантиметров высота. Вот это на глаз рисуете, ребята. А вот эта часть средняя, которая 23 сантиметра. Это вот этот, который сверху треугольник, эта деталь. Сколько? Вот, Ага. вот эта деталь у нас 14, по-моему. Да, 14 сантиметров. Тоже на глаз вырезаем. М- 3 на 3 сантиметра можете, пожалуйста, еще раз показать? Вот. Для склеивания по 1 сантиметру идет, да? Да. А это одна деталь, да, или несколько? По 3. Вот это одна деталь. Вот это тоже. А вот эти кисточки, здесь уже надо повторить, да? 3 штуки сделать. Так, кто закончил, можем продолжать. Здесь примерно я так тоже на глаз рисую. Вот здесь высота где-то примерно у нас будет 7 сантиметров. Или даже давайте выше сделаем. Здесь берем 8 сантиметров. Высота 8 сантиметров. Вот эта часть у нас... Это именно узор делаем. Ваш узор может чуть-чуть по-другому быть. У меня такой простой узор будет. Так. Скорее всего, такой. Это отдельная деталь или вы рисуете уже на маске? Это отдельная деталь. Вот так подложите. Вот именно такая деталь у нас получается. Можно даже эту часть повыше сделать. Пропало изображение. Да? Так, сейчас. Так видно, ребята? Да. Мгм. Так. Здесь у нас Ничего не видно.
Зависла. Изображение пропало. Алиф, там пропало, кажется, этот, на втором телефоне звук пропал. Алиф, нас слышно, да? Да. А почему-то звук твой пропадал и изображение на втором телефоне. Ничего не понятно. Объясните, пожалуйста. Да, это звук пропал, видать, у него. Сейчас. Алиф. И не видно ее. Нет, она на втором телефоне видна. Нет, показывала, как Алиф. Алиф. Не слышно. Кого я зараз пробую? Ладно. Может быть, прочитаете чат? Ничего не слышно. Сейчас попробуем дозвониться до Алиф. Алиф. Не слышно.
Я не поняла, что она делает. Алиев, Куда звонить? Что у меня там? Почему на связи? Да, WhatsApp и телефон вообще не хотят общаться. Ну, в общем, это маски, поэтому смысл в том, что нужно будет надеть на голову все это. Сообщение. Да. Ну, она не это самое, да. Потом когда-нибудь она очухается и скажет: не, у вас не слышно. Как вы всегда делаете. Но она увлеклась. Все, уже начинаем красить, да, Пашка, судя по всему. Карандаш. Алиев, она не слышит нас. И поэтому что она делает? Почему ей кажется, что мы ее слышим? Она нас не потеряла? Давай сделаем на тебя тут сейчас. Нет. Ой, нет. Делайте. О, звук появился. Что-то говорит. Опять. а почему вот экран не полностью видно? До этого же хорошо видно было. Можете сказать, как сделать узоры повторить? Круги. Так, меня слышно? Да, слышно наконец-то. Спасибо большое. Ой, спасибо, Да, что можете сказали. повторить. Спасибо, что сказали. Я только что узнала. Так, извините, что у меня ошибочка, кажется, вышла в телефоне. Сейчас люди пишут, что звука нету. Сейчас я им напишу, чтобы зашли. Да, можете повторить все, что вы делали, да, последние минут 10. Ой, ничего себе. Ага, сейчас я повторю. Мне сказали, что все сливается. Я сейчас попробую фон потемнее поставить что-нибудь, чтобы вам видно было.
Оказывается, когда мне сообщения приходят, у меня экран пропадает, да? Так. Так видно, да, ребята? Да, видно. Как-то неправильно стоит, да? Так. Сейчас я попробую фон потемнее что-нибудь поставить. Краску. Я написала, что идет трансляция, и там все останется. Ну, не хотела, я напишу все эти. Вот чёрный фон наставить. Чтобы детально вам показать. Ой. Ребята, вот так видно? Вот столько у нас деталей. Блин, карандашом хорошо, да, получается? Ну да, поэтому я всегда именно карандашом пользуюсь. Бывает, как вообще жестко. Вот так, ребята, видно? Он долго сохнет. Будет. Детали. Вот. Так. Здесь у нас получается именно вот эта деталь 3 на 3 сантиметра, то есть ширина и высота у нас 3 сантиметра. Вот эта деталь 4, если мы согнули со всех сторон. Стороны у нас по 2 сантиметра дополнительные, чтобы сгибать вот так. Здесь у нас 2 сантиметра и 4. Высота и длина. Тоже 4 сантиметра. Высота тут у нас 1 сантиметр. Здесь высота у нас 23 сантиметра. Именно где у нас кисточка, вы на глаз, ребята, рисуете. Здесь ширина вот этой именно тонкой части не меньше сантиметра. Если вы возьмете слишком тоненько, то у вас просто оторвется. Бумага у вас, ребята, не такая тонкая должна быть, а плотная. Вот эта часть мы сперва одну сторону рисовали, да? Высота где-то 7-8 сантиметров, вот эта часть. Ширина где-то максимум 3 сантиметра. И когда мы прорисовали на глаз, конечно, можно любой узор сделать, не обязательно такой. Потом бумагу сгибаете, и когда вырезаете, у вас вот столько получается одинаковые. Вот. Вот это у нас часть. Здесь тоже, по-моему, 4 сантиметра было. Длина у нас где-то... так, длина. Сейчас посмотрим. 22 сантиметра, по-моему. Да. Высота у нас 4 сантиметра. Вот эта часть именно нашего шлема, высота у нас где-то 15-14 сантиметров. Тоже. И вот это 22 сантиметра. Можете примерить. И все.
Вот это я на себя мерила, да? Примерно у вас может быть пошире, либо поменьше. Мгм. Кто закончил, можем рисовать. Можете взять синтетику или кисть белочка, да? То есть сильно такой разницы нет. Обязательно, ребята, подготовьте воду. Обязательно нужна палитра. Это обычный картон, который я использовала на прошлом уроке. Просто это не скотч, это пленка пищевая. Закрыла пищевой пленкой. И сюда, ребята, мы берем... У вас могут быть разные цвета. Я сделаю сиреневый. Беру для этого синий цвет и красный. Еще можно добавить белый. Много воды, ребята, не берем. Сюда мы добавили синий, красный. Когда мы синий с красным смешиваем, какой-то такой коричневый бордовый цвет получается, да? И сюда мы добавляем белый. Таким образом мы получаем сиреневый цвет. Вот. Сильно много воды не надо. Вот. И еще хочу сказать, для себя нужно отметить, положить именно вот эту часть, прорисовать обязательно. И вот эту часть мы не красим. Вот эта часть нам не нужна. Все, что видим, будем красить именно видимую часть, а невидимая часть без краски будет. Здесь мы будем клеить. И сверху примерно, где у нас клей, там где-то 7 сантиметров берем. Вот эту часть не будем красить под ней. Так. Ага. Так, смотрите, не обязательно в один цвет красим, где-то немножко темнее делаем. Тогда мы больше синего и красного добавляем. Если у вас сильно краснит, то немножко больше добавляйте синего. Этот цвет я немножко белого добавила. Такой у меня темный бордовый получился. Немножко я хочу края затемнить. У вас это может быть не обязательно сиреневый, бордовый, да? У вас может быть немножко зеленый. Тоже старайтесь мазочками сделать. Верхняя часть теневая будет немножко темнее. Сверху я немножко темнее сделала. Ага. И сиреневый буду добавлять. Если вопросы есть, обязательно пишите. Чтобы посветлее сделать, можете еще добавить белый цвет. В этот же цвет можно еще светлее сделать. Это у меня гуашевая краска. Если у вас, ребята, акрил, сильно не разбавляйте. Где-то больше синего добавила. Хочу немножко побольше синего добавить теперь. Можно немножко составить, да? На прошлом уроке мы
рисовали портрет, да, в стиле, именно в винтажном стиле. Можете также составить, кто был на прошлом уроке, а вы можете посмотреть, кто не присутствовал, можете посмотреть на ютубе. Или Аланхода предпочтение. Можете это ввести в поисковике ютуба и найти мастер-класс нарисовать богатыря до предпочтенного муха. И найдет. Я немножко белил добавила, чтобы где-то немножко светлее было. Где-то белесость добавила, да? Можно немножко красноты добавить, немножко где-то кровь от монстра, да? От трехглавого, ой, не дракона, а змеи, да? Который похитил Туяру Мако, да? Можно от этой змеи кровь нарисовать чуть-чуть. Ну, не кровь, а бордовый цвет. Следы от борьбы с монстром. Это немножко. Можно еще немножко грязи, да? Черный цвет беру. Сюда немножко еще. Смешала этот черный с синим бордовым. Ну, почти такой синеватый индиго цвет получился. Этот цвет можно немножко где-то поднабросать. Состарить может чуть-чуть, да? Старайтесь в эту часть не добавлять краску, потому что у нас клей будет плохо клеиться. Угу. Ну, если немножко заденет, ничего страшного. Вот так. Можно немножко зеленый добавить, да? Тоже смотрите. Дозируйте. Чуть-чуть зеленый цвет добавим. Так у нас получился. Вот это оставляем сушиться. Просто в сторону ставим. Здесь у нас тоже, смотрите, вот эту часть можно не рисовать. Если у нас вот здесь, вот, эта часть здесь. Где-то здесь можно вот столько оставить все. Где-то 5 сантиметров вперед. Мы не будем красить. Вот эту сторону мы не будем красить. А вот эта сторона можно вот эту сторону красить. Сторону, да? Угу. И сюда тоже те же цвета можем добавить, какие-то сероватые, да? Это немножко затемнить.
С этой стороны затемняем. Можем сюда также белил добавить. Немножко осветляем. Где-то немножко зеленые пятна добавим. Где-то еще серо-лесные, да? Можно еще немножко синего добавить. Вот это тоже оставляем. Сушим тоже в сторону. Вот эта часть у нас может быть немножко посветлее сделаем, да? Конечно, сперва начинаем с темного. Края закрашиваем синим, либо можно серым. Сюда добавляем еще белил и делаем посветлее. Тоже это быстро делаем. Сюда же добавляем немножко где-то чуть-чуть другой цвет. Угу. Размер шлема, по идее, именно до ушей надо мерить свое лицо, именно вот эту часть головы, и столько сантиметров взять, ребята, потому что именно может вот такой 23 сантиметра может вам не подойти. Может слишком большой быть, может слишком наоборот маленький. Но надо немножко тоже на себя мерить и смотреть. Оставляем сюда. И вот эти части. Здесь можно, конечно, опять же такой цвет взять. Или можем немножко поменять. Тоже какой цвет добавить. Вот здесь очень много фиолетового, зеленого, черного, синего, да, сиреневого. Можно где-то желтизны добавить, да, чуть-чуть. Если мы желтый добавим синим, то у нас опять же зеленый цвет получится, да? Ну, по идее, у нас же это шлем, скорее всего, у нас это металл будет, да? Скорее всего, такой же цвет тогда будет. Но тоже можете немножко пофантазировать, можете даже другого цвета сделать, потому что по металлу тоже рисуют, и может быть шлем даже другого цвета, не обязательно синего, да? Можем где-то красный добавить. Вот тут, допустим, да? Поинтереснее сделать. Я немножко чуть-чуть по-другому сделаю. И сюда. Опять же я синий такой сиреневый сделал. И сиреневый начинаю красить. Нуркун Батор стремительный, это наш герой, получеловек. И он идет спасать Туяр-Муку, да? Именно Нуркун Батор у нас
помогает обездоленным, да, людей спасает, борется за мир. Вот. Очень сильный. Тоже в эту сторону положим. И вот эта деталь, да, у нас. Мгм. Тоже именно будем использовать такие же цвета, как сиреневый. Здесь, ребята, красим. Вот эти части крайние не красим. Красим только вот эту часть, вот эту и здесь, да. Именно видимые части у нас будут в краске. Так, так. И где-то посередине немножко можно посветлее сделать. Тоже смешиваем с белым и отбеливаем. Делаем немножко светлее. Вот так вот. У нас примерно так. Это вот эта часть. Тоже сушим. И остается вот эти наши кисточки. Конские, да? Здесь у нас, ребята, тоже немножко, можете немножко зеленый добавить, синий, там, ультрамариновый, да, синий цвет. И туда добавить немножко, можем также такой же цвет, немножко зелененького добавить где-то местами. Краям чуть-чуть зелененького можно добавить. Тоже голубенький цвет, да? Где-то можно еще красненькую добавить чуть-чуть. Посередке я немножко посветлее сделаю. Угу. Синенький тоже края. Тем больше цветов вы добавите именно в шлем, да, тем у вас картина, вот эта маска, шлем именно такой интересным будет. Старайтесь в один цвет не закрашивать. Так, теперь вот эти кисточки у нас будут посветлее, да? Можем использовать желтый. Сюда можем добавить еще красный. Ага. И можем еще коричневый, да? Вот эти три цвета. Ребята, у кого коричневого цвета нет, можем из синего и красного сделать. Кисть чистую возьму. Обязательно кисть помойте. Или можете новую кисть взять. Это у меня синтетика. Сюда. Ага. Можем смело взять желтый и где-то по краям добавить желтого. Добавить желтого. Подождите, пожалуйста. Ага. Три цвета берем, ребята. Красный, желтый и коричневый. Если у вас коричневого цвета нет, можете сами сделать синего и красного. Желтый, может быть, если такого желтого нет, можете взять вот такой желтый. Более такой сиено натуральный, такой светлый цвет.
желтоватый, да? Коричневый тоже разных видов бывает, более красный. Здесь еще желтый можно добавить. Ага. Вот такой цвет получить. Я только узоры начинаю красить. Вас не слышно. Алиф, ты нас не слышишь, да? Алиф, вас не слышно. Не слышно вас. Ну вот смотрите, как делает, тоже повторяйте хотя бы. Хотя бы видно же.
Вас не слышно. Так, извините, пожалуйста, меня слышно? Да, сейчас слышно. Спасибо, хорошо. Спасибо, участники, что сообщили. Только что прочитала. Оказывается, почему-то у меня закрывается. Сейчас пропадает. Да, сейчас я попробую сеть отключить, чтобы мне никто не писал. Когда люди пишут, у меня, кажется, отключается. Можете поблизости посмотреть? Я вот так именно мазочками грубыми набросала краски. Крупные пятна сделала. У вас может быть немножко по-другому, да? Так, сейчас. А вот деталь 3 на 3 его красить. Ребята, видно, да? Да. Деталь на 3 на 3 тоже, ребята, красим. Здесь, по идее, можете полностью покрасить. Так. Тоже синий, да? Или ультрамариновый. Немножко я пятна набросала. Вот так скрасить. Где-то можете немножко состарить, да? Набросать немножко пятна. Надо что? Можете взять фен. Ну, не обязательно, а то детали у вас отлетят подальше. Поэтому просто так сушим. У меня получается такой клей. Строительный ПВА. Универсальный. Универсальный клей, ребята, всегда более жидкий. А если вы столярный клей возьмете момент, такой желтый, он вот этот именно очень плотным будет. А если вы возьмете красный момент клей ПВА, то немножко жидким будет. Вот. У меня еще краски еще не высохли, поэтому я немножко подожду. Можете немножко отойти, если вы закончили, пока у вас краска не подсохнет. Угу. Немножко сделаем перерыв, да, ребята? Потом будем клеить. У нас акрил сразу высох. У кого акрил высох, ребята, то начинаем клеить. Вот эту деталь мы клеим сюда. Так,
Открываем. У кого именно такой клей ПВА похожий, да, универсальный, бывает, что вода идет вверх, а клей так разъединяется. Тогда берете кисточку и смешиваете, чтобы однородная масса была. Начинаем клеить. Клей-карандаш может подойти, может нет. Тоже смотрите на ваше усмотрение. Если не клей, то берете степлер. Можете степлером закрепить. Нужно придавить хорошо. Если немножко меня плохо слышно из-за того, что я ремонт делаю, так что извините за некачественный звук. Здесь мы немножко можем положить тяжесть. Это может быть у вас книга. Положили так вот сюда. Мы берем нашу деталь. Вот эта часть, видно, да? Вот эта часть клеится сюда, снизу. Немножко выпирает, ребята, чтобы вот тут немножко выпирал, но не сильно, да? Слегка. И вот эта деталь тоже будет находиться здесь. Так, примерно так. Лучше так сделать, да? Либо можете вот так приклеить сюда, либо вот эту деталь можете сюда приклеить. Посередке вот так. И немножко выпирать будет вот эта часть. Я возьму и приклею сюда вот эту деталь. Ребята, видно? Вот сюда приклеила посередке. Сюда добавляем клей. Сгибаем. И вот это клеим сюда. Можем убрать. Если у вас не клеится, можете взять кисть дополнительную и снизу придавить. Я чуть-чуть извиняюсь, что у меня плохо клеит. Вот эта верхняя часть будет снизу. Здесь нужно хорошенько придавить. У нас не приклеится. Я вот так приклеила. И сюда наш узорчик будет где-то здесь, да?
тоже клеим вот эту часть. Верхнюю часть не надо. Снизу приклеили. Ребята, меня слышно? Скажите, пожалуйста. И вот с этой стороны добавляем. Немножко, опять же, надо придавить, чтобы здесь именно клей стал, да, чтобы не отклеился. Сильно много клея тоже добавлять не стоит. Так у меня отдельно находится. Самая длинная кисточка у нас будет посередке. Где-то здесь старайтесь где-то 2 сантиметра взять. Иначе, если вы совсем близко приклеите, у вас будет спадать. Поэтому старайтесь приклеить где-то на 3 сантиметра ниже. Если у вас будет какая-то деталь падать, можете степлером закрепить. Я где-то 3 сантиметра ниже приклеила. Так. Здесь тоже давайте что-нибудь тяжелое положим. Или придержать. Так, у нас ручки. Можете руки помыть. Но если у вас, ребята, гуашь и мокрыми руками тронете, то у вас краска просто сползет. Поэтому старайтесь сухими руками трогать. Вот эту часть мы будем, смотрите, будем сюда внутрь ложить. И здесь клеить будем. Вот здесь наносим клей. А другая часть у нас будет... Вот здесь мы ничего не клеим. Хотя надо было сюда тоже... Я забыла. Давайте так. Пока у нас здесь краска... Ой, клей, извините, клей подсохнет пока, мы можем сюда вот эту часть закрасить. Вот эту часть надо закрасить. И подождем, пока сохнет. Если у вас все-таки края отклеиваются, можете еще клей добавить. Угу. Так, пока сохнет. Здесь какой-то вот такой изгиб должен быть. Смотрите. Вот он может быть. Ребята, вот эта часть вот так должна быть. Смотрите. Немножко согнуть надо. Изгиб сделать, да? Вот эта часть идет под сюда, клеим. И вот здесь не клеим, вот эту часть не клеим. Вот сверху только клеим. Сверху наносим клей и верхнюю часть клеим сюда.
эту часть делаем клей. И верхнюю часть клей. Тоже нужно придержать. И ждем. Смотрите, из-за того, что у меня из-за краски, если у вас вот так спадает, то можем здесь закрепить еще. Вот с этой стороны плотным картоном тоже нужно с этой стороны заклеить. Потому что видите, как падает, не держит, потому что у меня здесь совсем клей, много клея, потому что, видите, падает. С этой стороны, ребята, укрепите плотным картоном. Можете картон согнуть 2 раза. Так, попробуем. С той стороны. И сюда. Добавляем. Добавляем. И сюда. Что-нибудь надо тяжелое поставить. Лицо быстрее не отклеилось, да? Вот эти части тоже надо. Видите, уже держит, да? Уже не спадает. Это нужно оставить. Сушим. Здесь потом мы дырочку сделаем. И проведем веревку. Вот такой у нас шлем получился. Так, будем одевать. Оставляем это сушить, ребята. И сделаем, давайте, перерыв. А после перерыва начнем уже делать бастына, туяры мако, нашей красавицы. И именно там будет именно такие, ну, как сказать, тоже, опять же, методические детали, много методических деталей, но можете не обязательно повторять за мной, да, можете узоры придумать сами. Вот, тоже там будем вырезать, рисовать. Конечно, можно сделать на всю длину,
бастыну, а можно сделать только наполовину и веревочкой завязать, да? А можно сделать на всю длину, тогда вам надо мерить опять же длину, но я буду только делать наполовину. Вот, веревочкой можно, по идее, если голова маленькая, можно, конечно, сильнее затянуть, а если голова побольше, то, конечно, можно веревку Можно подлиннее. показать работу? Видно, Нет, ребята? свою. Нет, свою. Мою? Свою. Вот. Ребята, покажите свои работы, пожалуйста. Молодцы. Здорово. Оставляйте. Здорово. Спасибо. Покажите, пожалуйста, свои работы. Обязательно. Это мы сделали такой богатырский шлем именно для конкурса, ребята. И еще мы сделаем сегодня бастына, да? Именно ту ярмарку. Ты как красиво, молодцы. Покажите, не видно Здорово. свои работы, ребята. Юля, а ты их не показала? Нет. Покажи. Покажите, ребята. Еще пока это, да, тут как бы не совсем по этим делали. По своей линии некоторые делали. Ты очень интересно. Нет ХЗ, но да. Молодцы. Скажи, олень. Ну, благодаря мне не захотелось сделать круче. Тоже, ребята, фантазируйте, это очень интересно. Не обязательно богатыря делать, но стараться, конечно, именно на тему сделать. Но можешь еще другие сделать, можно еще монстра сделать. Вот. Тогда, пока она слушается, мы сделаем перерыв и начнем, да? Спасибо большое. Вам спасибо. Ух ты, какая работа классная, молодцы. Супер у вас. Я немножко отойду и скоро подойду. Тоже немножко походите в глаза. Нужно все-таки вдаль посмотреть, чтобы глаза отдохнули. Так. Очень красиво у Людмилы тоже получилось. Пока идет перерыв, я хочу напомнить, что у нас идет конкурс селфи в стиле лонгформ. А расскажите о конкурсе. Значит, я хочу рассказать о конкурсе селфи в стиле лонгформ. Конкурс заключается в том, что просто нужно прислать селфи или фотографию. Можно в костюме, можно вот в этом шлеме, в котором мы сейчас делаем, или в бастыне, или в какой-то другой маской. То есть не обязательно шить прям костюм. Костюм может быть даже виртуальный. То есть можно просто дорисовать самой фотографии.
Или даже просто вообще просто загримироваться и сфотографироваться. И написать, какой персонаж Лонхо вам нравится, или кого изобразили, или какой вам нравится. Потом победитель будет выбран, и будет фотосессия у профессионального фотохудожника, который уже загримирует и все делает. И в журнале Журфикс, кто знает журнал, очень хороший глянцевый журнал, в котором есть проект преображения. В этом проекте в целой полосе будет, после фотосессии будет публикация. И двоих, кто победит на этом конкурсе селфи, будет уже фотосессия в конце февраля, а сам журнал выйдет уже в апреле. Вот, уже в апреле выйдет этот журнал, и можно будет посмотреть на себя. Экземпляр журнала тем героям будет предоставляться бесплатно. Так, ну и дальше будем делать теперь бастуну. Также у нас еще идет конкурс рисунков. Не только конкурс селфи, но еще конкурс рисунков. И победители будут определены в марте, в конце марта. А в апреле уже мы планируем провести выставку работ среди тех, кто пришлет свои работы на конкурс. Можно также прислать те работы, которые мы сейчас непосредственно на мастер-классах и делаем. Ну и, конечно, свои работы еще прислать. Там есть какие-нибудь ограничения? Ограничений нету, вообще на самом деле ограничений нету. По идее, вот у нас целевая группа заявлена от 14 до 23 лет, но на самом деле это мы просто привлекаем людей в этом возрасте, да, молодежь, чтобы обратили внимание на Лонхо, ну и как бы больше вникали в этот наш героический народный эпос, который является шедевром ЮНЕСКО, шедевром нематериального наследия. А на конкурс рисунков у нас вообще ограничений нету. Могут присылать все желающие. Обязательно участвуйте, ребята, в конкурсах. И обязательно тоже на выставке будут ваши работы. И вот этот шлем, который мы сделали, можете тоже надеть и сфотографироваться на конкурсе селфи. Обязательно сфотографируйтесь и отправьте. Можете отправить в директ «Добрый почин», Лонхо «Добрый почин» в Инстаграме. Тоже посетите, там очень интересно. Также можете отправить на номер, который будет в чате. Вот. И можете не обязательно шлем одевать, можно и бастуны одеть. Вот. Сегодня и сейчас мы будем делать именно бастуны, да? Это вот синтетик. Вы можете немножко тоже поменять, чуть по-другому сделать. Узоры тоже могут быть разными. Так, пока чуть приберемся. Как раз надо брать. Да.
чуть Алиф, передвинусь. вот вы меня слышите, да? Да? Вот я для сына сделала нормальное лицо сделала. Красота, девушка. Супер. Ага. Молодец. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Обязательно фотографируйте, отправьте на конкурс. Хорошо. Начали вообще. Шикарная работа. Красота. А девочки, можем вас одеть, да? Одеть. У меня даже тут напечатался шлем. Так. Здесь уже берем размер побольше, да? Это у меня формат А3. Тоже мерим. Можете на всю длину сделать. Ну, давайте я на А3 на всю длину сделаю. Вот тоже смотрите, если у вас А4, то нужно приклеить. Либо сделать до сюда, до ушей. Ага. Тут надо тоже померить. По идее, высота где-то не больше 7 должно быть, да? Давайте посмотрим. Сильно много тоже не надо, да? Давайте где-то 5-6 сантиметров. Так, я примерно скажу сейчас, сколько берем. Давайте 5 сантиметров сделаем. Высота у нас 5 сантиметров будет. Это у меня формат А3. Высота у меня 5 сантиметров. Мгм. И здесь можно сразу вот эти сделать, да? Штучки или отдельно будем клеить? Так, сейчас посмотрим. Можно, конечно, вместе сделать. Но лучше всего будем отдельно клеить вот эти висюльки. Примерно я на глаз смотрю, как будет, да? Если у нас... Сколько? У нас половина, это центр будет, да? Примерно. Тоже можете на глаз сделать. У меня где-то 21 сантиметр получился. Если у вас формат А3, находим центр. 21 сантиметр будет. Эта часть и эта часть. И вырезаем. Кто только подошел, ребята, высота у нас 5 сантиметров. Либо слишком высокая получилась, да? Или нормально. Можно сделать 4 сантиметра. Мне кажется, 5 нормально, да? Или слишком широкая. Ну, можем чуть-чуть поменьше сделать. Давайте чуть поменьше сделаем. 4,5, да? Да, слишком широкая получается. Давайте все же либо 4 делайте, ребята, либо 4,5. Я скорее сделаю 4. Или 4,5. Давайте 4,5. Как уже быть? Сильно тонкая тоже не очень. Но маленькую голову лучше 4 взять.
Вот. Это уже получше, да? У меня 4,5. Конечно, именно вот это очень тонкая бумага. Это ватманская бумага. Можем немножко усилить, да? Давайте еще столько же возьмем и отрежем. Сделать поплотнее нужно. Конечно, в идеале лучше картон. На картоне, конечно, акварелью не нарисуешь, если там цветной картон. Вторая часть, чтобы укрепить наш костюм, да? Наносим здесь клей с этой стороны и приклеить нужно. Вот. Сейчас уже поплотнее получилось. Ага. Здесь у нас, конечно, вот эти должны быть. Где-то 4 сантиметра делаем, да, с этой стороны. Либо можем немножко поменьше делать. Давайте возьмем 3 сантиметра. Тоже ширина и высота будет 3 сантиметра, ребята. Надо 2 квадрата нарисовать. Я сразу нарисую 2 квадрата. Здесь у нас будет круг. Эти квадратики будут у нас по бокам. Это здесь. Здесь получается высота и ширина 3 сантиметра. Здесь у нас посередке. Берем где-то 5 сантиметров или 6. Лучше 5 сантиметров взять. Здесь уже можете взять циркуль, но я буду на глаз округлять. Чтобы получить идеальный круг, лучше использовать циркуль. Либо можно стаканчик взять. Вот здесь не будет. Нужно будет вырезать. Вот так у меня получился. Вот эти стороны нужно отрезать. Вот. У нас здесь будет середки. Нам нужно
еще здесь можно добавить вот такие висюльки, да? Можно сделать круглые висюльки, можно ромбовидные висюльки сделать. У меня будут ромбовидные. И обязательно сверху оставляйте место где-то сантиметр, чтобы приклеить. Чтобы сделать очень много таких, нам нужно вырезать. Снизу вырезаем линию где-то в 2 сантиметра и начинаем сгибать. И получили вот такой вот согнутый листочек. Сюда мы должны прорисовать где-то у нас, если сверху сантиметр взять, да, сверху у нас будет сантиметр, а снизу висюлька будет именно высотой в сантиметр, да. Значит, получается у нас ромб такой будет. Или капельку можно сделать, не обязательно ромб. У меня вот такая капелька получилась. Размер согнутой ткани. Вот этот размер 2 сантиметра в высоту, а в ширину как получится согнуть. Нужно очень много таких сделать. Высота у нас сантиметр, ребята. Высота именно вот этой капельки или висюльки, да, ромбовидной, у нас где-то сантиметр. И сверху сантиметр для клея. То есть высота всего этого 2 сантиметра будет. И вырезаем. Если вы сильно очень много листов сделали, то будет очень сложно вырезать. Поэтому старайтесь не так много. Пару раз достаточно согнуть. У меня слишком много, я убираю лишнее. Вот такие у меня капельки получились. Ромбовидные, да, немножко кривые. Можно подправить. Вот такие у меня получились. Можно вот эти края острые немножко выпрямить, да, округлить, чтобы не так остро было. Вот такие получились. Тут у меня, по-моему, одна штука, да? Да. Скорее одна. У меня папа мастер по дереву, по бубнам, и раньше он тоже делал пластына в детстве, и мы ему помогали тоже с плоскогубцей сидели, у него был мельхиор и разный металл, и мы сидели тоже пластына делали с отцом, там, Илинка Бигер, все такое украшение. Папа все вручную сам узоры делал. А мы сидели, помогали и сгибали металлические такие вот, которые соединяются между собой. Что название забыла. Тоже очень интересно было. Это папа в молодости у меня делал. У вас творческая династия тогда. Спасибо. Сейчас отец чараны бубны делает. Якутские сувениры и музыкальные инструменты. Там бубны, дюмыр и другие инструменты.
Так, у нас тоже, смотрите, именно количество вот этих штучек я вам не скажу, потому что у всех получается и по ширине разными будет. То получается где-то вот так оставьте где-то либо по сантиметру и посчитайте, сколько вам нужно, да. Но 10 штук может быть достаточно, потому что если у вас голова поменьше, то, конечно, поменьше будет. Я немножко еще добавлю. Тоже надо так смотреть. Височную часть посмотрели. Вот эта часть квадратика здесь будет. Где-то на эту длину. Тогда тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Где-то 8-10 штук сделайте. Не обязательно сильно много. Может, 8 штук достаточно будет. Так, сколько пойдет? Угу. У нас, конечно, можно было веревки добавить, да? Так, смотрите, можно, конечно, ниточки добавить, но мы там не писали, что нитки нужны, да? Можно вот эти висюльки добавить туда ниточки, но это будет немножко посложнее, потому что клей плохо держит, на нитке плохо будет держаться. Это другой специальный клей. Но мы можем просто бумажку взять без ниточки. И нам нужно, как раньше в детстве мы вообще делали снежинки для окон, да? Можем именно такой метод техники использовать. Вот. Именно согнуть и делать вот эти узоры. Ну, конечно, именно по спине там все немножко одинаково идет. Но мы можем немножко по-другому сделать, попроще, да? Не обязательно делать каждый узорчик. Здесь то же самое, берем бумагу и ширина где-то у нас 3 сантиметра будет. И начинаем. Здесь тоже смотрим, если у нас наша бастыня будет так находиться, где-то мы можем до сюда сделать, да? Или можем подлиннее сделать, тоже на свое усмотрение. Где-то я до лопаток, до ключицы сюда сделаю. Угу. Да, у меня где-то сантиметров 20 будет. 21-22 сантиметра. Но обязательно, чтобы приклеить, мы давайте 22 сантиметра возьмем. Да, мы будем клеить, у нас где-то до сюда будет. Можно, конечно, сделать подлиннее. У меня 22. Нужно оставить сантиметр, чтобы здесь у нас будет где-то сантиметр для клея. Здесь тоже заодно 3 сантиметра. Ага. Сантиметр. Мы еще должны, по идее, так сделать узор, чтобы где-то здесь тонкие были, здесь будут толстые.
Здесь немножко пунктики тут. Я для себя отмечаю. Можно размер этой детали? Для висюлек у нас высота детали будет, то есть длина будет 22 сантиметра. Здесь у нас сантиметр для клея. Ширина у нас 3 сантиметра, ребята. Ширина 2, да? 3 сантиметра. Мгм. Так, если мы хотим. Так, для себя я отмерю. Мгм. Смотрите, здесь еще отмечаем 2 сантиметра. Смотрите, ребята, вот сантиметр взяли, вот это будет клеевая сторона. Вот это для клея. Дальше идем. Еще 2 сантиметра прибавляем. Здесь вы должны отметить. Вторую тоже. Здесь у нас сантиметр, еще прибавляем 2 сантиметра. 1 сантиметр, 2 сантиметра. Далее прибавляем еще 3 сантиметра обязательно. И здесь также. И проводим линию. Еще плюс 2 сантиметра. Вот так у нас получается 1 сантиметр для клея. Это тоже для клея. И еще здесь отметили. Так. Здесь еще нам надо немножко. Мгм. Так, сколько? 4 сделаем, да? Нужно разделить на 4 частей, ребята. Вот столько. И здесь рисуем. Тоже на глаз разделяем на 4 части. Вот так сделаем. Угу. И здесь. Вот это надо поделить. Вот так будет. Ребята, видно? Вот Да. это поделили. Начинаем. Надо вырезать вот так половинку. Теперь здесь нам нужно вот такие узоры сделать. Смотрите. Чуть как-то вот такие, да? Вот такие узоры надо сделать. Только мы делаем здесь. Вот тут узоры должны быть. Именно мы начинаем вырезать. Можно не рисовать. Можно просто вот эти ромбики сделать, да? Отсюда. Здесь тоже ромбики делаем.
с этой стороны. И вот эту внутреннюю часть убираем. И у нас должен получиться. Вот. И здесь видно, ребята? Или вот так? Вот такие костички у нас должны получиться. Только не так сильно тонко делаем, то держаться не будет. Сюда мы клеить будем вот так вот наш квадратик. И также с этой стороны обязательно нужно такие же ромбики сделать и тоже здесь приклеить. Вот. Так. Вот такие у нас получились косички. То же самое повторяем. Пластина делают обычно из серебра, из мельхиора и бывают из других металлов. Сейчас я заметила очень много китайских пластин в продаже есть. Такие. Раньше каждую деталь, допустим, отец сам делал. А сейчас уже печатают. Именно прессуют металл и получают узор. А раньше такие тоненькие напильники или пила, или не знаю, как называлось, именно это проходили по металлу, там все это отпиливали, столько крошек бывало у отца, и он прямо такие тоненькие инструменты, этими тоненькими инструментами он делал узоры. Он давно это так делал. Вот. И вот эти крошечные металлы, тоже, которые остаются, можно также дальше использовать. Тоже такие металлические листы делали раньше.
Вот. А сейчас вот именно штамповка, кажется, он так называется, идет. Ну, конечно, большие детали, может быть, делают мастера именно своими руками. Вот. Вторую часть. Раньше именно из серебра делали бастыны, именно для защиты от абага, который третий, ну, внешний мир есть же, да, и там, получается, живут, обитают монстры, и они еще, оказывается, в человека заходят. И вот именно своих детей там, ну, так одевали, именно серебро отражает, вот, как защита одевались, как доспехи женщины и девочки, может. То есть это какая-то защита была раньше. И именно Линка Бигер и вся эта одежда и украшения очень по весу очень тяжелыми были. И вот это все одевали. Я не знаю, как сейчас, но раньше это очень... Металл же все-таки весит сильно. Вот. И Линка Бигер бывало, что до пола почти. И спереди, и сзади одевали. И бастыма, все это металлическое, тяжелое. Вот. Верили, что это защищает. Очень интересно. Истории обязательно изучайте. Хватило даже. Олонхо, конечно, каждый по-разному, оказывается, рассказывал раньше. И получается, у меня есть книга вот такая вот книга есть. Это очень старая книга. Иркун Батыш стремительный. Вот. Сурульбот. Платон создал на основе народных сказаний. Платон Римский. Здесь тоже иллюстрации есть очень интересные. Вот. Эту книгу у меня папа спас. Вот. Здесь можно посмотреть, это внешний мир, трехглавый змей. Можем сегодня еще трехглавого змея сделать, если успеем. Или можете дома сами сделать. Вот такие есть монстры. Не обязательно. Можно разных монстров сделать. Маски монстров. Можете сами придумать. Вот эту Туяру Мако. Она считалась очень красивой. У нее была коса очень длинная. Вот. И как раз ее бастыма делают. И ее похитил трехглавый змей. И внешний мир, по-моему, как сказать, у нее еще конь был. Гнедая лошадь, или как это называют. Вот. И она тоже очень сильная была, очень ловкая. Вот. И получается, она невестка считается брата Ниркун Батура, да,
стремительно, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. И Нургун Батор идет ее спасать. То есть, скорее всего, она невестка будущая, по-моему. Именно брата Нургун Батора. Но это не точно. Я уже подзабыла. Надо почитать. Вот. И получается, она вся в соболиной шубе, по-моему, именно она такая белая. Пишут они, что у нее кожа прозрачная, да, и что даже кости можно увидеть в солнечном свете, да. Ее защищает от этой соболиная, ну, такая красивая шуба белая, и отражает именно плохой негатив. И получается, даже где-то я читала, что писали, что даже можно увидеть ее мозг, до такой степени у нее кожа прозрачная, что даже мозжечок можно увидеть. И это так интересно, все было описано. Вот, и получается, у нее кожа белая, вот, и в общем, она очень красивая, умная, сильная, ловкая, быстрая. Вот так ее описывает. Мгм. И у нее одежда очень-очень богатая, очень красивая. Вот. И говорят, по-моему, это кто-то описывал о ней. Я уже забыла, где-то было. В общем, она кушает только хорошую еду. Даже мясо, по-моему, не ест. Жир рыбы или что-то такое было. Может, я немножко ошибаюсь. Вот. Вот ее Змей похитил. Это одноглазый, по-моему, монстр. Апага называется. Они даже превращаются в людей, говорят. Вот. Очень, очень интересно, обязательно изучайте. Можете даже в гугле, если это. Вот, у нас вот эта красота будет сейчас. Тоже можем превратиться немножко, ну вот, либо в богатыря, либо в ту ярмарку, да. И здесь, получается, мы продолжим. Ну, конечно, вот Аламхо каждый по-разному рассказывает, говорят. Потому что каждый по-разному видит. Очень интересно. Так, здесь у нас примерно так будет. Здесь, получается, у нас мы можем либо каждую отдельно вырезать, но лучше так не делать, потому что мы будем еще красить, и из-за краски у нас может еще будет то, что много воды и свойства бумаги, плотность исчезнет, да? Поэтому мы будем, скорее всего, здесь рисовать кружочки, там, ромбики, квадратики. Ну, скорее всего, у нас здесь квадратики будут, ребята. Здесь тоже делим, также продолжаем. Я буду на глаз делить, а вы можете линейкой использовать. Здесь у нас вот так вот.
Здесь у нас снизу у нас будут какие-то тоже капельки, ромбики, да? Здесь можно какой-нибудь, давайте такое задание. Снизу вы узор сами придумываете. Так будет интересно. Но подсказка можете смотреть на телефоне. Здесь я примерно вот так разделю. Здесь у меня будет трапециевидная. Я трапецию нарисую. А у вас это может быть квадрат, либо еще что-то. И снизу у меня капельки будут ромбовидные. Мгм. Может, чуть-чуть покажу. Вот если видно, у меня примерно так. Я начинаю вырезать. Но здесь я не стану вырезать. Здесь я буду рисовать. А вот здесь ромбики надо вырезать. Вот такие у меня капельки получились. Здесь немножко вот так. Так будет у меня. И с этой стороны. Вот так. Все подготовили. Можете уже начать клеить. Кто закончил? Мгм. Начинаем клеить. Если есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте. Угу. Насчет где клеить. Тоже смотрим. Если у нас вот этот центр, то мы хотим где-то вот здесь, чтобы было. Не сильно где уши, да, а где-то вот в этой области. Там, где у нас висок. Да, височная часть. Значит, примерно вот здесь клеим. Отмечаем, где у нас будет. Это в этой области. Тоже сами примерьте, посмотрите, где у вас именно где висок, да, вот эта часть. Наш большой круг мы клеим сюда.
центр. Вот эти кусочки, которые есть, вот эти висюльки, у нас будут вот тут, где у нас наши пески, да, будет наши здесь. Но клеить будем мы внутрь. Внутрь клеим, вот так вот. И сюда же наш квадратик клеим. Сюда подложили вниз и сюда приклеили. Также вторую сторону, с этой стороны. Все. Чтобы немножко сюда. Ой. Если где-то у вас отломалась какая-то часть, сзади обязательно приклейте бумагу. Центр. Обязательно ставим тяжесть, ребята. Или просто подержать. Здесь уже начинаем клеить вот эту сторону. Сперва отдельно вот эти приклеим, потом посмотрим. Нужно подождать, пока высохнет. Так, ставим. Угу. Ага. Да, нам нужно ждать. Здесь вот эту часть, ребята, мы клеим сюда. Вторую часть сюда. Надо обязательно померить, да? Чтобы неправильно было. Смотрите, чтобы глаза не мешали вот эти штуки. Можно, конечно, чуть-чуть пододвинуть.
Вот. Да. Если тоже клей не выдерживает, берите степлер и смело степлером закрепите. Бывает картон, обычно только степлер спасает, или хороший клей. Момент. Ну, такой бывает клей, слишком жидкий, очень плохо клеит. Ну, по идее, для моих подходит. На глаз делаем, да? Нет, вы мерите обязательно, где вот эта височная часть, немножко отодвинули сюда и сюда клеим. Не на глаз вы должны обязательно определить именно на ваш размер головы. Потому что если вы сильно близко сделаете, он будет мешать глазам. Если сильно будете далеко делать, будет мешаться ушам, да? То есть надо где-то между посередине здесь клеить. Надо обязательно померить, посмотреть. Если неправильно приклеили, можете оторвать, пока клей сильный. Потом обратно приклеить. У меня вроде хорошо. Так что я не могу подсказать у вас, как получится, поэтому надо мерить обязательно. Но у меня где-то сантиметров 6. Да. У меня расстояние 12 сантиметров получилось. Ну, чуть больше 12. У вас может быть поменьше, либо больше. Так. Ага. Нам еще висюльки надо приклеить, ребята, не забываем. Вот эти висюльки, они будут клеиться вот тут. Вот здесь будут эти висюльки. Старайтесь, чтобы только ромбик был виден. Именно вот это клеим. И вот это постоянно можно одеть и селфи-фото сделать именно на конкурс и для себя. Обязательно в Инстаграм у себя тоже выставляйте, отмечайте нас. Аланхат добрый печин. Аланхат, нижняя черточка добрый печин. И участвуйте еще в конкурсе, да? Обязательно. Отправляйте фотографии. В чате будет номер, либо в директ, в Инстаграм. Там классные призы. И обязательно участвуйте в других конкурсах. Так. У нас висюльки, что-то мало висюльок получилось. Надо еще. У меня улетели. Еще висюльки сделаем. Еще одну, да? Угу. Так. Угу.
Ждем, пока высохнет. Кто закончил, можете отдохнуть. Такие все получились. Смотрите, как интересно, да? Так, ждем. Пусть сохнет. Мгм. Конечно, по идее, вот с этой стороны тоже надо линию приклеить, мне кажется, то вот это все может выпасть, да? Давайте, ребята, немножко усилим, да? Так, берем. Здесь кусочек отрежьте, пожалуйста, и приклейте с другой стороны, где у нас начинки. Вот тут обязательно нужно закрыть. Хорошо? Потому что мне кажется, это все приклеить. Надо немножко усилить. Ага. Еще, по идее, у Туяры Мако, у нее это такая длинная коса, очень толстая. Вот. Вы можете сделать косу. Ну, не обязательно, но можете сделать. Я не буду делать, но это делается очень просто. Просто нарисуйте вот такие формы косы. Или можете просто заплести в косу. Ну, в одну косу, либо несколько. И одеть бастына. И сфотографироваться. А можно еще такой нарисовать одну большую толстую косу черную. Тоже сами смотрите. И закрасить в черный цвет. Вот тут тоже надо тяжесть поставить, ребята. Кажется, вообще не клеится у меня. У вас может уже, у вас если клей хороший, наверное, уже нормально. Как, ребят, у вас получается? Отпишитесь, пожалуйста. Ух ты, какая красота! Супер-супер, молодец. Я посмотрела. Так, у нас чат. Сейчас чат посмотрю. Ой, что-то не то. Совместное использование. Что-то не то. Чат. Ага. Ребята, фотографии можно отправить на номер 8914 305, кажется. Ага. 7544. Аида. Отправляйте, пожалуйста, ваши фотографии после селфи. И можете одеться, даже платье одеть. И косу сделать. И одеть бастына и сфотографироваться на конкурс. Вот. Так, и у нас пока сохнет, вы можете уже начать цвет. Я бы немножко советовала вам взять такие цвета, допустим, белый, черный. Можно, конечно, сделать такой синеватый. Да, можно, конечно, и либо просто сделать как серебро, серые оттенки. То есть вы берете белый, черный, да, смешиваете, делаете серый цвет. А можно еще сложный какой-то теплый. Можно туда немножко коричневого добавить, да.
тоже поэкспериментируйте. И вот эти узоры, конечно, темной краской делаете. Можете черным цветом сделать, или просто черный немножко белил добавить, и такой темно-серый. Серым начать рисовать сперва узоры. Узоры тоже на свое усмотрение. Но я тоже буду показывать, какие узоры я буду делать. Вот. А вы можете свои узоры придумать. Это очень интересно, это очень классно. Вот. И также осветляете, чтобы объем сделать, надо осветлить белилами. Тогда у вас получится более объемный рисунок. Вот. А чтобы сделать вот эти темности, да, это уже темные краски у нас. То есть обводки. У меня еще не высохло. Как сохнет. Можно начать вот с этой стороны уже, да? Сейчас я подойду. Ого. Классный член получился. Так, продолжаем. Чтобы сделать тоненькие линии, берите, пожалуйста, кисть. А то не получится широкой кистью сделать узор.
Сейчас мы будем закрашивать, да? Да, ребята. Мгм. Будем сейчас подготовить черный белый цвет, и можете еще добавить какой-нибудь коричневый, чтобы более такой симпатичный. А сколько времени нам понадобится сейчас? У нас уже долго сидим, да? А? Долго сидим, да? Ну, можно дать задание, как бы, да, не обязательно. Понятно же, как можно покрасить, и это сами доделаем. Уже сам основной уже сделали. Да, основное сделали ребята. Ага. Вы можете вот так сделать. Вот эти, не обязательно именно вот такой серый делать, да, ну, конечно, серый это цвет хороший такой, да, и если, ребята, хотите узоры делать, вы должны придумать, давайте задание там, узоры сами придумать. Здесь могут быть такие, можно простые узоры сделать, можно немножко сложные, да, тоже на ваше усмотрение. И старайтесь, вот черный берете, смешиваете с белым и получаете темный цвет. Тем светлее, значит, там белил больше. Чем темнее, значит, черного больше, да. Начинаем вот эти узоры прорисовывать, а потом мы добавляем белила светлые с серым, то есть черные смешиваем, больше белил добавляем, да. И получается, что вот мы осветляем, да. Ну, конечно, чтобы было еще интереснее, можно немножко желтизны где-то добавить, да, потому что серебро отражается. Отражает новый цветок, можете немножко зелененький добавить, да? Где-то можно немножко ультрамаринового, да? Тут такого ограничения нету, да, но я бы, знаете, как сделала бы, я сперва взяла бы несколько цветов сделала бы, немножко ультрамариновый, это получается синий, не ультрамариновый, извиняюсь, а берете просто красный, синий, белый, да, и такой сиреневый цвет делаете, какой-то фиолетовый, либо в краснинку, да, отдельно сделайте серый, отдельно сделайте немножко желтоватый серый, да, или какой-то теплый серый, и начинаете просто сперва вот так полностью закрашивать в один цвет, да, то есть не в один цвет, а в разный, именно берете от палитры и набросали хаотично, да, а потом уже начинаете прорисовывать тонкой кистью круглой, да, начинаете делать темные узоры, везде сделали узоры, потом немножко где-то отбелили, но сам фон разноцветный, он все равно останется, мы же не все будем закрашивать. Вот. Конечно, сильно черным мы не будем увлекаться, потому что мы все равно туда белила добавляем, и начинаются какие-то такие темные цвета, темно-серые. Вот за счет этих темных сфер у нас получаются узоры и объем, да, ребята. Еще, вот помните, первая наша маска, здесь мы, если у вас есть дырокол, можете дырку сделать, да, а если у вас нет дырокола, можете просто ручку или карандашом и проткнуть, да. Если совсем не получается, можно иголкой, да, или с чем-нибудь, ручкой хорошо делается. Вот, здесь сделали с двух сторон, провели вашу веревку, либо нитку толстую, да, отрезали посередке и вот так одеваем. То же самое здесь делаем. Тоже не сильно с краю делаем, а где-то оставьте где-то сантиметр хотя бы. И здесь у вас дырка получится. Сюда нитку либо веревку и завязываем, да? Как красиво. Спасибо. И еще это ваше домашнее задание, ребята. Докончить вот эту красоту, все делать, фотографироваться. Очень классно, можете платье нарядное одеть, любое вообще. А насчет узора какие рекомендации? Повторите, пожалуйста. Узоры какие можно нарисовать? Ребята, можно узоры разные, цветочные, да. Если посмотреть в интернете, можете посмотреть в интернете, какие бывают бастыны, да. Там очень много таких цветочных узоров, ребята. Это получается, либо не обязательно цветок должен быть, а именно такие волнистые.
такие, как сказать, травяные узоры можете сделать. Или можете по-простому какие-нибудь ромбики, линии. Растительные, да? Понятно. Растительные узоры, да? Узоры делаете либо ромбы, да, тут тоже сильно такого нету ограничений, да. Обязательно в интернете посмотрите, какие узоры бывают. А можете просто линиями узоры сделать, тоже интересно бывает, линии разные, да, разноцветные можете делать, не обязательно однотонные, ребята, можете добавить и красный, и желтый, да, можно вообще интересную палитру сделать. Это самое главное, это ваши фантазии, не обязательно повторять кого-то, да, можете, конечно, повторять, можете придумать, тоже интересно. Ну, конечно, вот эти вот такие узоры линиями тоже очень интересно, растительные. Можете большие узоры сделать, да, вот тут. Вот тут можно сердечки делать, такие есть же узоры, сердце. А можно нарисовать где-то сверху, да. Вот. То есть, получается, PR Молоко Фотографируем по WhatsApp, да? отправляйте по WhatsApp, ребята, либо в Instagram, в Директ, лишняя чёточка, добрый почин. Обязательно подписывайтесь, в Директ можете отправить, и либо в WhatsApp. Либо на WhatsApp координатору, да. Да, координатору, Аиде, пожалуйста, отправьте. Можете еще монстра сделать, или мы сейчас примерно монстра. Можете посмотреть. Или монстра сделаем еще сейчас, или у нас времени нет. Ну, сейчас пока нет времени. Ну, можно, как бы мы можем оставить все это на запись. Кто желает, может подсоединяться. Ну, если у вас еще есть энергия, как говорится. Нет. Да, можете сделать, и кто-то будет повторять за вами. Да, запись идет, и да, просто те, кто потом устал уже, могут потом подсоединяться и в записи смотреть. Так что мы можем не выключать запись. Ну, и прямой эфир сейчас идет на YouTube-канал. Может, кто-то смотрит даже уже сейчас. А в любое время, да, конечно, есть уставшие, мы уже почти 3 часа сидим, даже уже 3 часа сидим. Поэтому, конечно, есть уставшие, если кто устал, да, или не поспевал, могут пересмотреть, прокрутить назад и посмотреть. Все очень хорошо. И обязательно не забудьте сфотографироваться, ребята. Да, очень просим сфотографироваться нашими поделками и прислать на WhatsApp координатору или в директ на наш YouTube, в директ на наш Instagram. Олонхо, добрый почин. Большое спасибо, Алин, за очень интересные мастер-классы, познавательные. Спасибо вам большое, ребята, и организаторы, спасибо, и участники. Обязательно присоединяйтесь на следующих уроках, тоже будет очень интересно. Еще у нас культурная живопись будет, и будет еще маслом рисовать будем, акварелью, самые сложные техники. Конечно, там тоже время где-то будет 2 часа, возможно, больше, но все равно нужно обязательно пробовать. Вот. И обязательно посещайте Олонхо добрый почин, ставьте лайки, там подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Это очень интересно. И думаю, еще сертификаты будут, да? Да, сертификаты мы сделаем участникам. Группа есть, да? Группа в WhatsApp есть у нас, называется проект. Можете координатору написать, включит группу. Да, Хорошо. Проект Мне в WhatsApp очень есть, да. нравится, я вот как раз хочу научиться рисовать, и мне вот очень надо. классно, молодцы. Да, мы собираемся каждую субботу. И можете посмотреть, да, наши прошедшие мастер-классы, записи. Все очень подробно выложено. Там все как и было. Там,
ну, минута в минуту все выложено. Да, и можете отправить, то есть YouTube просмотреть и нарисовать по YouTube тоже на тему Лонхо и отправить на конкурс. Вот, и присоединяйтесь в WhatsApp обязательно, пишите, идите по номер в чате. Сейчас в Zoom посмотрите, пожалуйста. Вот. Вот у меня вот примерно так, и еще узоры остались. Круто. Как красиво получилось. Это чья работа? Класс, вот это Она что тоже посмотрела. Молодцы. Ой, красиво очень, прям настоящее. Сейчас посмотрю. Подождите, у меня не показывает. Почему? Вау! Ой, красота! Ой, здорово. Молодец. Ой, как круто, Валентина Ручей. Я Молодец. хочу вот такой из кожи сделать. Из кожи? Это вообще супер будет. Молодец. Да. Из кожи Спасибо. вообще нагачи будет. Можете туда добавить эти видишь, камушки. Можно приклеить, кстати, именно в кожаном. Получается, покупаете стразы, и можно клеить момент клеения. Специальные есть, которые именно вот эти капельки можно приклеить, и они не испортятся. Вот именно клеить пистолет есть, можете таким клеем клеить, по-моему. Вот, и хоромку можно сделать, бисер там добавить, будет классно, вот висюлечки там сделать. И можно каждый день хоть носить, да? Здорово. Классная идея, спасибо, ребята. И спасибо участникам большое, что вы посещаете. Это очень... И читайте про Лонхо, очень интересно, потому что... А я еще немножко забыла рассказать. По-моему, именно Туяру Мако, когда ее похитили, да, похитила трехглавый змей, по-моему, и она ночью пришла, то есть она прилетела как стерх в сон, по-моему, богатыря Ниркун-Бодура, по-моему. И спаси меня, она сказала. Вот. И Ниркун-Бодур идет ее спасать в Нижний мир. Обязательно читайте, ознакомьтесь про Лонхо в Инстаграме. Там про это очень хорошо пишут, очень интересно. И семинары посещайте, не только мастер-классы, да? Вот. Да, у нас каждую пятницу творческие встречи проходят. Можете тоже смотреть на нашем канале YouTube, какие встречи у нас проходили. А в следующей встрече мы будем проводить с нашей Терезой Чавес. Да! Потому что Да, уже как бы почти середина проекта, и мы хотим познакомиться с нашими организаторами, получается, вдохновителями. Да. А потом и с вами тоже, Алиф, проведем. Ну, конечно, в мастер-классах вы больше выкладываетесь как на рисунок, ну, на живопись, получается, да, уделяете внимание. А на творческой встрече уже про себя расскажете. Хорошо, Что спасибо. ждем. Спасибо Спасибо большое. большое всем, кто участвовал на мастер-классе. И до следующих встреч. Мгм. В следующей неделе обязательно тоже встретимся в это же время. Большое спасибо, очень понравилось. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Если так есть, то я немножко расскажу про Абага, да? Да-да-да, можете рассказать, почему это. Ага. Потому что можно еще сделать маску монстра. Тоже интересно очень. Можно немножко, ну тоже, я думаю, почему тоже монстром не стать. Это прямо Вот. сейчас хотите, да, делать? Ну да, чуть-чуть покажу примерно. Ну, давайте так, ага. Давайте мы этот как бонус получается для тех, кто это... Можете, те, кто уже устал, можете отключиться и потом посмотреть в записи, да. Угу. Большое спасибо, Алиф. Спасибо.
Да, мы не выключаем, не выключаем. хорошо. Просто продолжаем. Хорошо. Здесь я тоже 22 сантиметра взяла свой размер. Можно всей семьей даже сфотографироваться, я так думаю. Можно кто-то в монстрика одеться и тоже сфотаться. Тоже так интересно. Так, здесь у нас надо посмотреть, потому что монстры бывают разные. И даже в обличии человека. Так что мне надо посмотреть. Ну, я примерно знаю, похожие, допустим, можно посмотреть. Вот очень интересное лицо. Нет, вот тут видно. Вот, можно такую маску сделать зеленого монстра, либо красного, да, с усами можно сделать, зубы большими, но смотрите, лицо свое полностью лучше не скрывать, или можно закрыть, конечно. Вот, глаза большими, нос огромный сделать, вот, и зубки можно сделать, да, и волосы обязательно такие по все стороны, да, очень интересно будет. Можем это пока... Ну, посмотри, призрак есть, тоже очень интересный призрак, ребят. Можно тоже призрак нарисовать. Так. Или одноглазого, да? Тоже интересно. Вот, посмотрите, как он сражается, копырь. И Туярма Ко тоже, наша героиня, она тоже очень сильная, оказывается. Она тоже. Все счастливы. Так, здесь можно... Вот змея есть, да? Почему-то у него одна голова. Я тут писала, что у него 3 головы. Можно такую полностью. А давайте вот такого монстра сделаем. Я примерно здесь себе набросок сделаю. У нас носик примерно такой будет. Вот тут клык у нас будет. Здесь у нас усы будут. Здесь у нас типа скулы. И можно одноглазого сделать, да? Можно тут глазого сделать. Давайте. Тут у нас глаза будут. Ну, такой веселый монстр. Волосы тоже в разные стороны. И можно тут веревочку сделать. Так, примерно тоже смотрим. Если у нас глаз будет скрываться, да? Примерно 20 сантиметров подойдет. Здесь у нас, да. И сверху у нас волосы, да? Тут она, кажется, вот так будет. Потому что клыки можно отдельно сделать. Точно. Так, если у нас так идет, вот тут скулы. Вот тут примерно себя отмечаем. Вот тут скулы будут. Большие скулы. Такой носик. Я всегда на глаз рисую. У
вы можете резинку использовать. Где-то вот тут у нас сантиметров 7 ширина носа. И где-то, если у нас длина 22 сантиметра, у нас где-то скулы, высота скул у нас где-то будет 6 сантиметров. Вот это 6 сантиметров, ребят. И, по идее, глаза можно тоже состояние своих глаз, да? Можно тут глазки сделать. Так, мои глаза. Примерно так. И здесь волосы, да, во все стороны. И лохматые волосы. Угу. Вот такой смешной у нас монстр получился. Детям это будет очень интересно, маленьким. Кто-то может на монстре одеться и пугать. Тут у нас круто. Вот примерно такой монстр. Это уже будет попроще монстра сделать. Вырезаем волосы. Здесь мы только круги делаем, добавим. У нас монстр. Тут я хочу глаза вырезать. Нужно, чтобы попасть в глаза. Видите. Я видно. И тут сколько большие сделать. Только смотрите, сильно острыми не делайте, потому что можно глаза поранить. Поэтому нужно немножко, угол тупой должен быть обязательно. Так, наши звуки. Наш
Монстр почти готов. Здесь можно разного цвета сделать монстра, не обязательно зеленого. Да, какой цвет не важен, можете красного сделать. Можете монстра как в этом сделать. Есть же в WhatsApp смайлик, там красный монстр вот этого японского, да, монстра сделать. Как раз у них вчера праздник был. И монстры тоже маски делают. Не вчера, не помню уже, когда тоже одевались монстры. Смотрите, вот такой получился. Конечно, вот с этой стороны у нас я не попала, можно, да? Не надо. Здесь тоже добавить волосы. Так. Примерно так. Я вас неправильно склеила. Так. Они. Я вырезала. А вот. И вот так. Такой монстр получился забавный, да? Конечно, про именно Волонхо написано, по-моему, эти монстры, они так в жизни не выглядят, они в облике людей вот, превращаются, говоря. Но в нижнем мире они такие. Вот такой забавный получился у нас. Можно уже какой-нибудь цвет выбрать. Можно, я бы, не знаю, либо зеленый, либо красный сделала. И волосы коричневые сделала. Разного цвета. Вот у нас прям вот столько получилось интересно. Немножко. Очень хорошие идеи дали насчет бастына, кожи сделать, да? Тоже у наших учеников учимся. Пробуйте именно так сделать, потому что я видела, что сейчас даже бастына из кожи делают. Даже из песты делают. Тоже можно вообще как угодно фантазировать. Кто-то из чешуи карася делает сумочки. Классно. Можно еще из кожи класть. Давайте до конца красим. Хотя бы еще сил немножко есть. Надо. Я вот взяла бы такие цвета. Пусть у нас будет серый, черный и белый.
У нас здесь творческий борда. Расскажи. Мгм. У меня кисточка все равно с краской, потому что я знаю, что все равно я получу серый цвет, несмотря на то, что у меня кисточка грязная. Зеленовато-серый получился, или такой серый, который теплый серый. Потому что там и коричневый есть. И вот, как я говорила, можно добавить несколько цветов, оттенков. Я просто так буду кидать краски. Это, ну, так быстрее будет, легче всего. А потом я буду все это закрашивать. Вот. Обязательно быстренько надо. Видите, уже немножко из-за синего у нас немножко добавился синий цвет. Конечно, в идеале по коже будет акрил, ребят. Если кто кожу будет использовать, акриловые краски подходят, потому что они не стираются. А вот гуашь, если мокрыми руками трогать, то, конечно, стирается сразу же. Немножко я добавлю где-то синевы, да? Надо быстренько накидать краски. Немножко можно желтый взять, да? И вот этот зеленотики добавить туда слегка. Чем больше цветов, тем интереснее. Но сильно много воды тоже не стоит, потому что у нас здесь сильно мокро будет и оторвется. Сюда мы добавим сиреневый. Да, старый цвет можно намочить и получить такой сиреневый. Темный. Это пускай есть темненькие. Потом я уже буду осветлять. Слегка. Вот это у нас идет подмалевок, ребята. Подмалевок. Это у нас быстрый, ну, избавиться быстрее от белого цвета. Подмалевок может быть вообще любого цвета, даже хоть черного, да? Ну, конечно, не стоит черным делать. Так, цвет не добавить. Даже некоторые могут прямо так оставить. Ну, конечно, лучше до конца сделать. Где-то немножко я осветлю. Ну, конечно, немножко темнее сделать. Потом уже осветлю. Добавить. Так, мы быстренько сделали. Вот этот у нас идет, закончился подмалевок. Мы потратили очень мало времени. Вот так, разных оттенков. Конечно, надо уже подождать, пока подсохнет, да, краска.
Вот так примерно будет. Но я позже, когда высохнет краска, уже буду рисовать вот эти узоры. Буду немножко подсматривать узоры с интернета. Ну, конечно, все равно что-то посмотрю, но все равно что-то свое добавлю. Вот. Тоже можете это делать. Можно любые узоры посмотреть и свой придумать. Я вот считаю, что если даже узоры меняются со временем, да, становятся даже, можно сказать, не такие классические якутские узоры будут, это ничего страшного, на самом деле все должно все равно меняться. Ну, конечно, что-то и должно остаться обязательно. Но ничего плохого, что если совсем другой узор будет, да, у каждого свое видение, да, кто-то хочет по-другому нарисовать, да. Вот. Поэтому, я думаю, узоры могут быть другими совершенно. Не обязательно якутский узор, можно якутский. Вот. Можно самим придумать. И может другой человек сказать, что это совсем не якутский узор. Вот. Поэтому все сами придумываем. Наоборот, интересно, если что-то свое придумаете. Я обязательно вот эту маску дорисую и тоже отправлю обязательно. Но может эту маску не сегодня успею, потому что уже у нас скоро 9 вечера, но завтра я точно отправлю. У нас вот такой получился. Конечно, еще далеко до идеала. Но я обязательно докончу. Завтра, скорее всего, или сегодня, не знаю. Ну, может, сегодня закончу. Всем спасибо, что смотрели. Все обязательно будут мастер-классы по субботам. Обязательно сходите, смотрите, делайте, участвуйте. Всем пока-пока. Счастливо, творческих успехов всем вам. До Можете- свидания. Да, до свидания. Можете на конкурс что-то даже свое придумать. И на выставку. Не обязательно одинаковые делать. Повторюсь еще раз. Можете даже, если свой у вас есть, да, свой костюм, можете его одеть. Вот. Всем счастливо. Пока-пока. Я отключаюсь. Так, выйти нажимаю, да? Спасибо, Али. Спасибо, я уже отключила. Надеюсь, видео сохранилось. Да, сохранится видео. Запись велась аккуратно. Хорошо. Я Вау. одну камеру отключила. Вот здесь получается подмалевок. Это только подмалевок. Дальше еще буду рисовать. Вот так получился и один монстр. Ну все, я с вами прощаюсь. Всем пока, удачи. Большое До свидания. спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам тоже. Да, прям как в этом. Отправляйте свои работы. Я тоже хочу посмотреть в группу, пожалуйста. Да, в группе, надеюсь, будет все. Спасибо большое. Ага, а можно спросить, когда мы сделаем видео, где кисточки бросаем? Или завтра сделаем? Или можем, знаете как, у меня такая идея есть,